летом наш регион впервые посетил состав музея «Поезд Победы». Это первая в мире иммерсивная инсталляция. Она была создана в 2020 году в рамках Года памяти и славы и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В первое путешествие уникальный передвижной музей отправился в октябре 2020 года. Поезд проехал города от Крыма до Владивостока. И, наконец, состав посетил Инту. В этом году поезд впервые посетил Республику Коми. Мы посетили уже 6 городов. Везде, где мы приезжаем, к поезду очень большое внимание. Людей приходит нам всегда очень много, чему, собственно говоря, очень рады. Это от нас. Вам спасибо большое. Очень понравилось. Вообще, так. И как бы хочется еще раз, первый раз не все осмысливать, но интересно. Мы рады, что все-таки прибыль к вам. Да, не говорите. Нет. Мы тоже очень долго говорили, чтобы нам были там трудности, я так понимаю, сегодня. Но даже эти 4 часа, мне кажется, все равно мало. Можно люди, потому что обращаются, то есть хотят. На сегодня ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Интересно также и его мультимедийное сопровождение. 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей, которые благодаря световым и звуковым эффектам создают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. Все это делает экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного настоящими. Поезд Победы – это уникальный, первый в мире иммерсивный передвижной музей с эффектом погружения. Свое путешествие мы начали в октябре 2020 года из Москвы, с Белорусского вокзала. На сегодняшний день поезд посетил и проехал уже через всю страну, от Крыма до Владивостока. К нам пришло более 500 тысяч посетителей, мы посетили более 280 городов. Поезд Победы очень сложно сделан технически. Более 4000 единиц оригинального реквизита, более 150 фигур, оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. Когда наши гости приходят на поезд, мы им предлагаем воспользоваться оборудованием. Это наушники аудиогид. И каждый наш гость слушает индивидуальную экскурсию, историю, начитанную Екатериной Гусевой. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк, машинист паровозной колонны, возивший в период Великой Отечественной войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. В начале экскурсии каждому посетителю выдаются наушники, и в сопровождении голосового рассказа девушки-машиниста Лидии зрители осматривают каждый вагон состава. Героиня делится своими воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления всех тягот войны. Война. Странное и страшное ощущение. Почти сразу появилось одно общее на всех чувство. Какая-то тянущая тревога. В октябре 41-го я оказалась в подмосковном поезде. Я тогда уже машинистом была. Как же все изменилось за несколько месяцев. Теперь вместо удочек и лыж в руках у пассажиров были винтовки. А главное, люди стали другими. Враг был километрах в 20 от столицы. Помню, как курсантам-первогодкам выдавали солдатские медальоны. Маленькие такие пенальчики с бланком внутри. Политрук объяснял, как его заполнять. Фамилия, имя, звание, адрес семьи. Это чтобы, когда убьют, знали, куда похоронку слать. Горько мне было смотреть на это. Слезы душили. Поезд Победы – это первая в мире инсталляция, которая размещена в движущемся поезде и обеспечивает максимальный эффект присутствия. Одними из первых поезд посетили депутаты и руководство округа. Сегодня мы встречаем поезд Победы. Вопрос приезда не был сразу решен. Здесь хочу выразить огромную благодарность руководству республики, что все-таки поезд приехал. Да, он приехал не на такое большое время, как бы хотелось, на 4 часа, но видим, что желающих много. Сейчас прошел сам все экспозиции, очень все понравилось. И, конечно, есть желание посетить еще, но видим, что народу много, поэтому если будет такая возможность, или в Инту приедет, или где-то в другом городе, обязательно еще раз пойду.
В Инте поезд принимал гостей всего 4 часа. Конечно, он смог принять далеко не всех желающих. Электронные билеты на экскурсию закончились практически сразу же после начала регистрации. Интинцы, которые не смогли зарегистрироваться на посещение поезда, приезжали к составу. Организаторы вошли в положение, пускали всех желающих. Надо было только дождаться своей очереди. Так, помимо 444 человек, зарегистрировавшихся на сайте, выставку смогли дополнительно посетить еще более 100 интинцев, приехавших на станцию ради экспозиции. Когда прибывает поезд, мы всегда очень сильно зависим от графика движения поездов. И под нас меняет расписание, поэтому, к сожалению, мы в Инте остановились всего лишь на 4 часа. Вот хочется к вам приехать подольше, поработать у вас хотя бы несколько дней, чтобы как можно больше жителей города смогло прийти и посетить наш уникальный состав. Горожане приезжали посетить поезд Победы вместе с детьми. На выставку записывались целыми коллективами. Передвижной музей вызвал среди интинцев небывалый ажиотаж. Каждому хотелось посмотреть эту уникальную экспозицию. Мы приехали сюда всем коллективом на 16 человек. Это детский сад «Рябинушка». Ну, как узнали? Узнали. Вот очень хочется посмотреть эту экспозицию. Много-много слышали о ней. В пространстве историко-художественной экспозиции «Поезд Победы» запечатлены образы прошлого нашей страны. Непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах. В каждом вагоне своя атмосфера, начиная с самого входа. Помимо аудиогида, для каждого вагона продумано свое звуковое сопровождение и освещение, чтобы даже не слушая экскурсию, можно было проникнуться. Однажды уже в конце войны на одном из железнодорожных узлов наш паровоз забрал страшный состав. Сказали на дезинфекцию. Комендант посоветовал не подходить близко. Вагоны буквально кишели вшами и другими паразитами. Они переносили тиф, и мы все очень боялись заболеть. Эшелон этот состоял из товарных вагонов, а они совсем не предназначены для людей. В таких немцы перевозили миллионы наших военнопленных. Их загоняли в эти холодные вагоны, как скот. От тесноты даже сесть было невозможно. В дороге почти не кормили и не поили. Умирали там сотнями, а бывало и так, что до лагеря добирались лишь единицы. Советских пленных отправляли на самые тяжелые работы – в шахты, рудники, на химическое производство. А то и вовсе использовали для медицинских экспериментов. Немногие выживали в этих трудовых лагерях. Когда партия рабочих умирала, приходил новый эшелон с людьми. Конвейер смерти. Музей «Поезд Победы» – это сплав традиций и новаторства, сочетание современных технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Это своеобразная машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое, и железнодорожный состав несет их по дорогам войны через испытания и потери к победе. Очень сложно говорить, когда выходишь из вагона, потому что психологически это очень тяжело. Попасть в ту эпоху, вот, посмотреть на то, в каких условиях. А это все очень натуралистично выглядит, потому что фигуры человеческие. Вот. Жутковато. Экспозиция очень интересная. Я приехала сюда по работе, занималась фотографированием экспозиции, фотографированием людей. Получилось так, что эту экспозицию прошла несколько раз и каждый раз находила для себя что-то новое. Во-первых, можно будет прослушать ее с аудиогидом. Во-вторых, здесь есть дополнительные материалы, которые также можно было отсмотреть. К сожалению, да, поезд в Инте совсем недолго стоит, но вот действительно, я считаю, что подобную акцию, подобную экспозицию нужно посмотреть всем. Мы очень много говорим о победе. Для россиян сама победа в Великой Отечественной войне – это повод для гордости. Но мы при этом порой забываем о том, какой ценой она нам далась. Вот. А здесь мы видим и войну с разных ракурсов. Это и подвиг медиков, это и страдания тех людей, которые попали в концлагерь, это и подвиг солдат, начиная с самых первых дней войны и заканчивая ее победой. Экспозиция трогает. Вот выходишь и даже сразу слов не находишь. Я их нашла только потому, что прошлась уже по этому поезду, наверное, раза 3 или 4.
Для полного погружения в историю войны было создано 150 полноразмерных фигур. Использованы реальные предметы тех лет. Передвижной музей состоит из десятка тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны и современной истории. Мы столько времени провели на войне, что стало казаться, так было всегда и будет продолжаться всю нашу жизнь. Но вот 8 мая 45-го диктор Совинформбюро Юрий Левитан объявил о капитуляции Германии. Великая Отечественная война завершилась. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. В Москве салют из 1000 орудий. Я хорошо помню тот день, когда мы повели домой наш последний военный состав. Шел он по путям освобожденной Европы до станции Западной Украины. Стоял солнечный майский день. За окном все утопало в цветах. Когда отгремели победные залпы в воздух, наступила растерянность. Мы ехали начинать новую жизнь. Какой она будет? Как сложится? Не знал никто. Перед нами лежала наша бескрайняя родина, вся в руинах и почерневшая от пожаров. Впереди были годы восстановления страны. А поезд жизни все идет и идет. Кое-кто сошел с него, кто-то поехал дальше. Появились новые пассажиры со своими вещами, цветами и песнями. Но мне иногда кажется, что в вагонах все еще неуловимо присутствуют те запахи и звуки. Я все еще чувствую дым фронтовой махорки и печальный проигрыш пробитой пулей гармошки. Глядя на вечный придорожный пейзаж, задаюсь вопросом, сколько же наших мальчишек, веселых и храбрых, остались лежать в этой траве. На осмотр 10 экспозиционных вагонов отводится 40 минут. Группы следуют друг за другом с перерывом в 5 минут. Посетителей сопровождают волонтер, который помогает им с настройкой аудиооборудования и контролирует передвижение группы по составу. В Инте для этой работы было задействовано 32 волонтера. Это местные ребята из отряда мэра. Везде, куда прибывает поезд, с нами работают волонтеры. Это ребята того города, куда мы прибываем. Естественно, мы с ребятами встречаемся заранее, мы проводим с ними брифинг, обучение, как работать на поезде. И без волонтеров, конечно, нам было очень сложно. И хочу сказать сразу заранее спасибо большое организации, спасибо большое волонтерам, всем тем, кто принимает поезд Победы в Инте. Очень надеемся, к вам еще раз вернемся и не раз. До самого отправления экспозиционного состава поезд принимал посетителей. Организаторы проекта выразили желание снова приехать в Инту, чтобы все желающие смогли посетить музей.